قيمة دي حقها دا حضور بعرقش قيمة دي خلش حي قدع يوجوالي ديال سمخلصن ديال إلشنوخ حي قدع والله يخدي حني ألت يزام دي حون يستي يعني قيمة دي نح محشر آدي دي حون ديقدر فدي أطعياكش ديال قدع دوش خدها يوخ أز قدع يغارين. Десятки людей, вооружившись лопатами, с самого утра трудятся у берега реки Сунжа в сельском поселении Плиева. На площади в несколько гектаров они посадили 300 плодовых саженцев. Это груша, абрикос, шпанка, черешня и яблоки. Каждый из молодых людей, присутствующих здесь, добровольцы. Люди, которые не прошли мимо призыва принять участие в этом богоугодном деле. Что самое важное, это этот сад, как мы и планировали, будет именно объединяющим людей, будет нашим общим вкладом в объединение людей, в их единство. И я считаю, этот сад, он не первый сад, у нас еще и планируется и в апреле, и осенний еще этап. Это, во-первых, богоугодное дело, дело Дешхамдир. Во-вторых, это помощь непосредственно этим активистам, которые работают во благо республики нашей. И в-третьих, это культурное времяпровождение. Мы встретились с многими знакомыми, друзьями, вместе делаем эту работу. Я думаю, это очень важно. Символично еще и то, что эта масштабная акция проводится в год экологии. В ней также приняли участие представители Назрановского района, комитета экологии и многие другие. Я думаю, что это все прорастется и будет удобно проезжающим рядом останавливаться, и здесь будет хороший нормальный сад. Если каждый из нас хоть внесет небольшой вклад, то у нас в целом состояние кардинально изменится. У нас самая прекрасная республика, самый прекрасный регион, и климатические условия, и богата природными ресурсами. Нам нужно общими усилиями это все сохранить. И, конечно, основная польза от подобных мероприятий – это даже не то, что как-то непосредственно работа по посадке деревьев, а именно по пропаганде, в том, чтобы показать пример. В этой акции также приняла участие певица, солистка группы «Кара» Даля Кулеш, которая прямо с аэропорта приехала сюда. Следует отметить, что за лопату Дарья берется впервые, но делает она это совсем необычно, а точнее с песней. Your spirit cannot be locked in a photograph, paralyzed. От исполнения песни «Кулеш» присутствующие остались в полном восторге. Да и она сама счастлива оказаться в Ингушетии и внести свой небольшой вклад в экологическую акцию. Я считаю, это замечательное дело. И как вот в песне «Ореховое дерево» поется «The Hazel Tree», это именно связь поколений. Это то, что, я надеюсь, останется на многие годы. Потому что дерево, не случайно же говорят, семейное древо. Это действительно символ семьи, символ корней, символ народа. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы этот сад приносил радость и детям, и внукам, и правнукам. И чтобы эти сладкие абрикосы кушали еще многие годы спустя. Идея посадить плодоносящие деревья принадлежит историко-географическому обществу Дзурдзуки. Эта задумка была принята на ура всеми активистами социальных сетей, с которыми дзурдзуковцы поделились своей идеей. А вот плодами из будущего сада смогут полакомиться не только проезжающие мимо автолюбители, но и отдыхающие у самой реки Сунжа. Это один из многих проектов, очень больших проектов историко-географического общества Дзурдзуки. Для нас принципиально оставить в год экологии Российской Федерации, год 25-летия республики, оставить после себя след по-настоящему, чтобы и сад, и все, что мы делаем, было для поколений. Я хочу поблагодарить и огромные слова благодарности передать простым гражданам республики, потому что все, что мы сегодня делаем, это главная задача, главная заслуга именно вот простых жителей. Даже вот мы сейчас сажаем, у нас было определенное количество саженцев. Во время уже высадки сада люди подходят вместе с саженцами, предлагают и помощь, и саженцы, и так далее, и так далее. Поэтому для нас, для ИГО Дзурдзуки, принципиально после себя и в экологических проектах, и просветительских проектах оставлять то, что будет полезно на десятилетия и столетия. Как известно, деревья являются главным источником кислорода, которым дышит человек. И каждый из нас должен в своей жизни посадить хоть одно дерево. От этого мир станет только чище и красивее.
Представители Ингушского историко-географического общества Дзурдзуки всего намерены посадить 30 тысяч плодовых саженцев. Ну а сам срок реализации проекта «Сады поколений» зависит от нас с вами, где каждый может внести свой вклад в это богоугодное дело. Светлана Томова, Тимур Карахоев. Новости 24.